Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! После этого объявления весь Советский Союз был потрясен услышанным. Этот день должен был стать обычным воскресеньем, но в 4 часа утра время споткнулось. Вторая мировая война, уже 2 года полыхавшая в Европе, перешагнула наши границы, превратившись в Великую Отечественную. Это не была просто война армии, это была планомерная машина уничтожения, ставившая целью стереть с карты мира целые народы. Масштаб трагедии невозможно измерить только картами фронтов. Ее нужно измерять в судьбах людей, чья юность горела в огне первых же приграничных сражений. Пока западные рубежи уже захлебывались в крови, здесь, в Кыргызстане, тишина предгорья еще казалась незыблемой. Но это была лишь иллюзия. Кыргызская ССР в 1941 году – это аграрная республика с населением чуть более 1,5 миллиона человек. Но когда пришла беда, масштаб отклика поразил даже бывалых военачальников. Из небольших аилов и растущих городов на фронт ушло более 365 тысяч человек. Просто вдумайтесь в эту цифру. Фактически каждый 4-й житель республики, включая стариков и детей, либо взял в руки оружие, либо встал к станку. Мобилизация была тотальной. Только в первые дни войны в военкомат поступило свыше 10 тысяч заявлений от добровольцев. Люди не ждали повесток, они шли сами. Среди них были тысячи женщин, которые требовали отправить их на передовую медсестрами, связистками и снайперами. Цена, которую заплатил Кыргызстан за эту победу, была запредельной. С полей сражений не вернулись более 130 тысяч наших земляков. Это 130 тысяч оборванных жизней, нерожденных детей, пустых мест за праздничным столом. Но те, кто уходил, знали, за их спиной Алато, и отступать им некуда. Часто говорят, что фронт держался на мужестве солдата, но забывают, что солдат должен быть накормлен, одет и вооружен. Кыргызстан стал одной из самых главных тыловых баз страны. Сюда, в глубокий тыл, были эвакуированы более 30 крупных заводов и фабрик из прифронтовых зон Украины, России и Белоруссии. Люди работали в 3 смены. Вчерашние школьники вставали на ящики, чтобы дотянуться до рычагов станков. Республика давала фронту все, от продовольствия до стратегического сырья. С сурьмяного комбината в Кадамджае шел металл для аккумуляторов танков и самолетов. Уголь Сулюкту и Кызылкии питал эшелоны, идущие на запад. За годы войны Кыргызстан отправил на фронт более 50 тысяч лошадей. В условиях бездорожья они были единственным способом передвижения артиллерии. Мы кормили армию мясом, зерном и сахаром, отдавая последнее, оставляя себе лишь надежду.
Мужество кыргызстанцев стало легендарным. Весь мир знает о подвиге 28 панфиловцев под Москвой. Дивизия, сформированная в Бишкеке и Алмате, стала стальным щитом столицы. Дүйшенкул Шопоков, его имя стало символом стойкости. Но он был не один. 73 наших земляка были удостоены знания Героя Советского Союза. Чолпонбат Тюлебердиев, заставивший замолчать вражеский дзот своим телом. Талгат Бегельдинов, дважды герой, штурмовик, которого враги называли «черной смертью». Это были люди разных национальностей, но одной земли. И сегодня, когда мы говорим о войне, мы в первую очередь говорим об их глазах. Один из тех, кто прошел через этот ад и выжил, сегодня сидит перед нами. Его история – это не сухие строки учебника, это живая боль и живая гордость. Ошол учурда 7 класста бүтүп айдын күнүдө как раз каникул убагында Кыргызстанда БЧК деген Токмак Бишкек каналы ачылып калган. Токмак. Ошол каналдын боюнда иштеп аткан элек. Согуш башталган. Күнү Июнда башталды. июнда башталды. Биз как раз канттын үстүндө бери Покровканын киребеш жеринде каналдын боюнда элек. Согуш болуп туруп жумуштун баары токтоду. Кеттик тарап айылга. Айылга. 8 сентябрда как раз призыв 2 вагон коюп туруп военкоматтын как раз эшигинин астына. Bir vaganda жалаң орус балдары, bir vaganda жалаң кыргыз балдары. Сизди кайсыл армияга, кайсыл войскаларга кошту? Фронтко жөнөттү же ички түзүмдү кайтардыңызбы? 40 баладан bir vagонго 5 бар экен. 40 бала. 5 вагонда жарымы кыргыз, жарымы орус болду. 5 тунган, калганы бүтүн кыргыз. Эки командага бөлүнгөн ошол 74 74-тү Свердловск облуска, 75-и Куйбышев облусунда. Учебныйден бир эле айда учебныйден өтүп кеттик. Bir yıl, ayda bir yıl Temir yol vaiskasına bulup tuşkulup kaldık. Temir yol vaiska. Temir yol охраны зачки. Путь сообщения рейстерді, составты. Охраны тетеліміне қаршы вагонда жүріп тұрıyoruz бе. Başka станцияда тұрасыңдар. Ошол көпүрөлөрдү, темир жолдорду коруп атканда кандай окуялар болду эле? Biz kayakta dayarında varıp kaldık. Dayar, bana kapı kes. Бар даяр. Охрана стоит. Темир жолы работает. Только наш солдатский обязанности. Кавказская орган, с Кавказстан. Ленинградқа каким-то образом попали. Ленинградтан жарым айда болған жоқпыз. Андан алып шығып эле Новгород. Бизге айтып аткан жокто. Наш батальон өзүнчө бир составга илип коет, барар жери. Не наше дело, солдатам что? Солдатам под командованием. Күн чыгайын деп чыгып келаткан экен шаарда. Новгороддо бир живой эчтеке жок экен. Баары түп-түз болуп турат. Күн көзү көрүнүп калыптыр. Вагондан түштүк. Строй менен эле кругом токойдо. Жолдор бар чоң. Чоң жолдун боюна алып барды ғой. Жетип ошол жерге жээкке отурганча эле даң деди. Мина жарылып тур. Орус бала бар эле.
самый молодой, запевал, ырчи, бичи, и вообще способный жигитлер акчы. Даң дегенде эле тоголонуп кетти. Эки буту жок мындай. Тоғыптым эле тоголонуп барат. Анан токтогон жерде бардык движениеден токтоду. Өткөн машинени токтотуп. Ошол жигитти эки бутун алып кеткен. Анын жанына жакыныраак отурса барып калган ага Ишкиной аркасынан волна урган экен, ал кетти тоголонуп. Анын повреждениясы жок. Латвия Ригага бардыңыздарбы? Рига шаарына. Рига шаарында болдук. Рига шаарында мен болдум. Как раз 44-жылы. Рига шаары. 17 октябрда кирип калдык. Ригада 4-5 күн жеп туруп калдыкпы. Бир күнү велосипед во дворе велосипед турганы. Менен деп калчумун, көрөлөк калчумун. Велосипед тээп көрөйүн деп жетелеп чыгарып, анан көчөгө салып алып кетип баратам. Кетип баратсам деп келип токтоп. Өтүп бараткан офицер, 3-4 командирлери зыркырап келип токтоду. Ай, мына айдап келаткан офицерге рахмат айтып келем. Башка бирөө болгондо төбөлөп кететти. Бул немистерди колго түшүп калган немистерди карадыңыздарбы? Немистерди барып түнөп калган жерде 40-50 немис пленник айдап келет. Алар биздин колдо 1 саат, 2 саат эле болот. Дальше, назад, дальше. Жылдырып отуруп, башы асты Россияга, Союзга кетип атпайбы тарап. Немистерди ойнотуп койгон жок. Немистер согуш бүткөн жолу, согуш бүткөндөн кийин Кыргызстанда курула турган курулуштардын театр академия. Şu немистер эмеге Ошо пленныйлар. Пленниктер урган. Анда чоң объектлерди урган. Менин атым Саматбек, Аспек атамдын эң кичүү уулу болом. Биз 8 бир тууганбыз, 3 эркек, 5 кыз, эң кичүүсү менмин. Ушу атам апам 50-жылы атам армиядан келгенден кийин баш кошуптур. Согушка 42-жылы сентябрда призыв болуптур. Ага чейин ошо 41-жылдары балыкчага курулган темир жолдо иштешиптир. 42-жылы 8 сентябрда призыв болгом деп айтат. Ошо Бишкектен бир состав болуп чыгып, ошо 2 жума жүрүп, ошо Свердлов районуна барып, ошол жерде внутренний войсканын курамына түшүптүр. Ички аскер түзүмдөрүнүн курамында. Булардын ошол бөлүгү НКВДнын ошо войскасына кирет экен да, кириптир. Темир жол кайтарышыптыр, көпүрөлөрдү кайтарыптыр. Туткунга түшкөн немистерди бир пункттан экинчи пунктка алып барып тапшырып, ушундай иш кылыптыр. Анан диверсия болбосун деп ал жагын карашыптыр. 44-жылы Новгороддун астында 3-чү Прибалтийский фронт формироваться этип, ошонун составында Ригага чейин 3 ай ошо фронттун составында болуптур. Рига бошотулгандан кийин Белоруссияда бир кыска мөөнөт служба өтүшүп, анан Батыш Украинага алып барып, ошол жерде 3 жыл, ал жерде ошо Бендер деген банд формированиялар болуп, ошо карама каршы көрсөткөн иштери болгон үчүн ошол жерде 3 жыл тартип сактап, ошону служба өтүшүптүр да, рейдтерди жүргүзүп,
Анан 48 жылы отбор кылып ошол өзлөрүнүн бөлүгүнөн бир бөлүгүн Германияга жиберип ошо Ауди деген шаарга бардык дейт. Ошол жерде руда чыгарган мекемени кайтарып, ошо руданы учетко алып, ошентип иштеп турдук дейт. Анан ошо келип мал жок, жан жок дейт. Айылдан 79 бала кетиптир, ошонун 39 кайтпай калыптыр, 40 келиптир. Ошо келип анан ошо совхоздо иштеп, школа строительных мастеровду бүтүп, анан ошо строительный мастер болуп иштеди көп жыл. Ташмайнок совхозунда, анан госплемхоз имени Стрельниковой деген бар эле, Арашан айылында, ошол жерде иштеди. Ошондон бери совхоздо иштеп жүрдү. Жакшы иштеди. Биз бала кезден бул өзү өмүр бою өтүк кийип чыкты да. Ялы өтүк, хромовый өтүк деген өтүктөр бар эле. Анан галифешин кийчү, китель кийчү да, военный сыяктуу кылып. Бул эми пограничный войскада служить этип калганданбы, жанагы жашыл түстөгү эмени тиктирип кийчү эле да, парадныйын. Анан хаки түрдө ал күнүгө кийгени болчу да. Ошо өмүр бою согуштан кийин дагы ошо военныйча кийинип жүрдү да. Кийин пенсияга чыккандан кийин анан ал кийимин чытады. Анан тарбиясы да ушундай эле. Баягы эртең менен саат 4:30-5-те турчу да. Туруп, айылда мал бар, малды карайт. Отту жагып койчу, анан кийин бир саат 7-лерде болсо, анан кийин үйгө кирип келгенде эле укчубуз да, кыйч деп өтүк менен кирет да. Анан эшикти ачып эле подъем деп кыйкырчу да. Күнүгө ушундай эле да. Биз туруп ошентип мындай кичине военный дисциплина менен өстүрдү да. Айылда оокаттын баарын кылчу элек убагында. Ошентип чоңойдук, окутту, жогорку билим берди. Ушу 8 бир тууган тең кесипкөй болдук. Азыр эми бир 20дан ашык небереси бар. Бир 30га жакындаган чөбөрөсү бар. Чөбөрөсүн алды Канадада бар, Германияда, Америкада жашагандары бар. Ошентип тарап кетти да дүйнө жүзүнөчү. Анан биз бияктабыз азыр. Атамды кышында бияка алып келип, бенде болобуз, жайында болсо айлыбыз, Кызыл Бирлик айылы жакын эле, ошол жерге барат. Ошол жерге барып, эшиктин алдына отуруп алып, кеткен, өткөндүн баарын чакырып алып, сен ким, каяктан деп сурап, ошентип өмүр сүрүп келатабыз. Апам да бар. Апам 92-де. Апам экөөнү чогуу апарып, ушинтип чогуу жүрүшөт. Кызмат кылып атат элге. Анча-мынча чечилбеген маселелер болсо, ушу айылдаштар кайрылып калат. Ушундай маселе болуп атат. Ушуну бир жардам бериңиз деп. Атам болсо эми согуш ардагерлерин биздин өкмөттө сыйлап, көңүл бурушат. Аларга кат жазып, кайрылып, жол маселелерин чечкен, баягы электр, жаңы көчөлөргө электр тарткан, электр зымдарын тарткан маселелерин чечип дегендей, баягы мектеп курулушунда дагы салымы бар. Ошентип аракет кылып атабыз. Мен атамдын жардамчысымын, оң колумун. Айтат, тияка барабыз дейт, аяка барам. Мындай кат жаз дейт, андай кат жазам. Ошентип келатабыз. Дайыма чогуубуз. Бир күн, 2 күн көрүшпөй калсак сурайт, тиги каяка кетти деп. Мен эми командировкага тияка бияка кетип калсам, ошентип күтүп турат. Мен дагы атамды көрбөй калсам, мен да сагынып, ата деп атамдан салып алып, эки жака ташып жүрчү элек. Мына акыркы жылы кичине эки жака чыкпай калдык. Так баары жакшы, 9 май келатат деп кубанып күтүп атат. 9 майда дайыма эл көп келет, көңүл бурулат, ошол баары жакшы, күлүү күчтүү келатабыз. Сонун, Асбек аба, акыркы суроону сизге узатсам. Акыркы учурларда дүйнөдө көптөн 3-чү дүйнөлүк согуш мына башталат, мына болот деген сөздөр көбөйдү. Анан эми ушу жаңы муунга, согушту көрбөй калган, согушту мындай уламыш катары көргөн жаштарга эмне демекчисиз? Мен айтар элем, согуш деген болуп өттү. Согуш деген болбойт мындан ары деп, тик айтсам да болот, түз айтсам да болот.
Асбек аба, ошол сиздердин эрдигиңиздер, сиздердин духуңуздар, сиздердин жеңишиңиздердин аркасында мындай мамлекетибиз бүгүнкү күндө биз барбыз, биз төрөлүп мындай ачык асмандын астында жашап атабыз. Алла Таала сизге ден соолук дагы берсин. Бул дүйнө акыреттин жакшылыгын берсин. Рахмат сиздерге. Чоң тазим. Ой, рахмат. Ой, рахмат. Когда первый эшелон с добровольцами скрылся за горизонтом, на плечи тех, кто остался, легла тяжесть, которую трудно вообразить. В Кыргызстане война приобрела женское лицо. Вчерашние домохозяйки, студентки и матери заменили ушедших на фронт мужчин везде. В шахтах, на тракторах, в кузницах. По статистике того времени, более 75% всех рабочих в республике составляли женщины. Это был второй фронт, проходивший через каждое поле и каждый цех. Рабочий день длился по 12, 14, а порой и в 18 часов. Люди спали прямо у станков, потому что на дорогу домой не оставалось ни сил, ни времени. Но никто не жаловался. Каждый лишний килограмм зерна, каждый шитый комплект обмундирования был их личным выстрелом в сторону врага. В Кыргызстане говорили: «Наш тыл – это наша крепость». И эта крепость стояла незыблемо, несмотря на голод и изнеможение. Но Кыргызстан в те годы стала не только кузницей и житницей, она стала домом для тех, кто потерял все. В республику было эвакуировано более 140 тысяч человек из оккупированных районов России, Украины и Белоруссии. Среди них тысячи осиротевших детей. Кыргызский народ, сам живя впроголодь, проявил невероятное милосердие. Местные семьи принимали эвакуированных в свои и без того тесные дома, делили последний кусок лепешки, отдавали одежду. Здесь не было понятия «чужой ребенок». Дети, чьи родители погибли под бомбежками, обретали в предгорьях Алатов вторых матерей и отцов. Это был негласный закон человечности, который оказался сильнее войны. Особое место в этой истории занимает связь нашей земли с далеким, скованным льдом Ленинградом. Блокада Ленинграда – это самая черная и одновременно самая героическая страница Второй мировой. 872 дня город находился в кольце, отрезанный от мира. Гитлер отдал четкий приказ – город не штурмовать, а задушить голодом. И холод стал союзником врага. Зима 41 года была лютой. Столбик термометра опускался до минус 40. Отопления не было. Водопровод замерз. Единственным источником жизни оставались 125 граммов хлеба в день, серого, с примесью целлюлозы и пыли. Но город жил. Работали заводы, сочиняли симфонии, дети ходили в школы, хотя в классах замерзали чернила. Более 16 тысяч ленинградцев были эвакуированы именно в Кыргызстан. Многие из них прибыли сюда в состоянии крайнего истощения. Их выхаживали месяцами, буквально возвращаясь с того света. Для них кыргызское солнце и глоток чистой воды из горного ручья стали символом спасения. Но память о том ледяном аде невозможно стереть ни годами, ни расстоянием. Сегодня в Бишкеке есть памятник блокадникам Ленинграда, но главные памятники – это люди, которые несут в себе эту историю. Наша вторая героиня – одна из тех, кто пережил ту страшную зиму. Когда началась война, мне было 4,5 года. Все 872 дня я прожила в Ленинграде. Всю блокаду. Всю блокаду я там прожила. Меня сюда не направляли. В общем, как получилось, когда началась война, и я сейчас вам скажу, почему. Я помню этот день, было воскресенье. А за нашими домами была воинская часть. Застава, как раньше говорили. Это сейчас воинская часть, а раньше застава называлась. Вот. И там служили солдаты. И вот почему-то перед нашим домом дорога шла. Шла через Ижорку речку и туда к вокзалу. Бегали ребята. А вот, видимо, взрослые говорили, что война началась. А я-то знать не знала, что у меня 4,5 года, мне война или не война. Но я это, видимо, усекла. И когда они же просто идет в одном направлении, и я говорю, сама себе говорю, а почему они туда убегают, а обратно не возвращаются?
Значит, их там убивают немцы. И до сих пор я сейчас так и думаю, почему они туда убегали, а обратно нет. Значит, их там убивают немцы. Вот это мое первое впечатление начала войны. Ну, мне просто хочется задать вопрос, потому что многие внуки, правнуки уже этих участников Великой Отечественной войны уже не знают, возможно, даже слова блокада. С чем это было связано? Давайте объясним молодежи. Блокада – это, как вам сказать, охват определенной территории, его захватили, доступа туда нет ничего, оттуда не выйдешь и не зайдешь. И вообще, как фашисты планировали, это уж потом мы уже знали, и даже вчера было на торжестве, да, этом посол Российской Федерации сказал, что Гитлер дал задание не то, чтобы нас что-то сделать, а уничтожить. Город захватить, чтобы никого не осталось там живых. И город разрушить. И вот я помню очень хорошо, когда мы приехали из Колпина, нас детский сад эвакуировать должны были. Привезли на Московский вокзал и расселили вот на 2-м этаже. И я хорошо помню, кто-то из братьев, у меня 2 брата, старший и младший был, крикнул: «Мама пришла». Вы знаете, а нам как раз в это время дали макароны по-флотски. Причем не в тарелках, а на бумагах. Ну, народу уж много тут, сами посудите. И я бросила это все, побежала маму искать. Где мама? Мама ходила к папиной маме, к бабушке. И на Пушкинской жила бабушка. И мама пошла бабушке сказать, что нас эвакуируют, что мы уезжаем. Бабушке тогда было 65 лет. Она так сказала: Ленинград немцам никогда не сдадут. Ну, всю жизнь прожила в Ленинграде. Я знаю, что такое Ленинград был. Как говорится, да, Петроград был, да, то Петербург был. Вот. Никогда не отдадут, никуда вы не поедете. Неизвестно, куда вас повезут, какая будет дорога. Дороги бомбят, люди погибают. Можете потеряться, детей можешь потерять. Останемся, как-нибудь переживем. И вот мы остались в Ленинграде. Вот на этой Пушкинской мы прожили до мая месяца 42-го года. Ой, это, конечно, страшно было. И если бы мы оттуда не уехали, я точно 100% говорю, мы бы не выжили. Мы бы не выжили. Почему? Кушать нет. За хлебом мама брала или меня, или младшего братишку брала с собой. Я потом спросила: мама, почему ты нас с собой брала? А если, говорит, разбомбят кого-то, кто-то возле меня останется. Если нас, мы погибнем, все равно там кто-нибудь останется. Я с этой, говорит, только мыслью, говорит, оставляла, чтобы мы все одновременно не погибли. Кушать хотелось всегда. Всегда хотелось кушать. И у меня тетя, мамина сестра двоюродная, работала в это время на Кировском заводе. Она приезжала к нам ночевать на 3-й день. 2 дня работала, на 3-й день ее отпускали. Вот мы этот 3-й день, она ночью пешком же шла через весь Ленинград. И мы не спали. Мы ждали ее, потому что она приносила свой паёк. Как спичечный коробок. Размер спичечного коробка. Вот такая доля хлеба давалась. И вот мы ждали эту тетю, когда она придет, принесет это хлеба. И, конечно, какую-то котлету. Ну, естественно, не из мяса. Но для нас это был рай. И мы всю ночь не спали, ждали тетю Настю. Когда она придет, принесет вот этот кусочек хлеба, делили на 3. Подробности того, что немцы окружили Ленинград полностью. Да. И, понятное дело, они бомбили. А сами солдаты, эсэсовцы, вермахта, они заходили внутрь Ленинграда? Были у вас контакты с ними или нет? Контактов не было. Но эти лазутчики бывали. Лазутчики бывали. Их ловили, их... ну, там в это время очень хорошо работала вот эта разведка наша. Там вообще в этом отношении было малоцение. Они вылавливали только как могли их. Как могли. Но лазутчики были. Сами немцы, они были, знаете где? У нас девочки говорили, они ходили на окраину Ленинграда копать окопы. И вот тогда они встречались с фашистами.
говорит, лазутчики были, и, говорит, один раз я копаю, говорит, это, канал, ну, который был 14-15 лет им, и, говорит, поднимаю голову, а передо мной, говорит, фашист. Он на меня смотрит, я на него. Но он, говорит, не убил меня. Он отполз. Я, говорит, не закричала, я дар речи, говорит, потеряла. И вот мама моя хорошо играла в карты всегда. Но тогда же в карты играли не за деньги, а просто так, ради развлечения, и никогда не проигрывала. И пришла одна из этих сестер, две сестры жили, Дата и Вера, я хорошо их помню. Пойдем, говорит, в карты поиграем, сегодня спокойно. Чего, вечер как-то надо, кто его знает, что потом будет. Сейчас пока спокойно, потом может бомбить. Мама пошла в карты играть. Ну вот если здесь окно, здесь, ну в общем так, вот я вам расскажу, вот вам окно, здесь контрамарка, здесь стол. Мама сидит к контрамарке спиной. Одна из сестер сидит возле окна, а вторая сзади мамы у контрамарки греется. И, вы знаете, спасло что? Мама заметила, что что-то это перемигиваются. Она разворачивается и говорит, ты что мои карты показываешь ей? Она подумала, что ее карты ей та передает. И в этот момент она замечает у второй, которая сзади, топор. Она говорит, я тут же, у меня в голове сразу же вспомнила, их брат пропал. Но она не сделала вид, что она не заметила. Я вообще поражаюсь. Я даже спаниковала, не знаю как. Она отогнала ее и говорит, нечего мои карты передавать ей. Села между ними, вот так, чтобы видеть и ту, и другую, доиграла окон, оставила свой пиджак на стуле и сказала, я сейчас пойду в туалет схожу, а потом посмотрю детей, там дети спят. А бабушка в это время поехала в Парголово. Ну, как поехала? Какими путями? Там у нее ее дочка жила. Что-нибудь привезти покушать. Кушать нечего было. Поэтому, видимо, те и так сработали. Думали, бабки нет, значит... А она говорит, я всегда удивлялась, они кушали мясо. И я спрашивала, откуда вы берете сейчас мясо? А мы, говорит, на базаре ходим, ищем и покупаем. Вот представляете? И мама всю ночь проплакала, еле дождалась, когда приедет бабушка. Бабушка пришла, мама ей рассказывает. Мама, она же до войны там не жила в этой квартире. Вот так и так. Бабушка ей не поверила. Это тебе, говорит, показалось. Они, говорит, на моих глазах выросли. Эти две девочки на моих глазах выросли. Это, говорит, я их знаю хорошо. Не поверила. Мама сказала, я здесь жить не буду. И она, когда младшего брата моего забрала и повезла в Парголово. А в Парголово жила вот ее бабушкина дочка или моя тетя. К ней повезла. Мы остались со старшим братом и с бабушкой. В этот вечер, ну, бабки, они же, сами знаете, мы все, надо знать, где, чего и как. Кто чем занимается. Да, кто чем занимается. Кто-то постучал в дверь. А наша дверь была поближе к выходной. Бабушка вышла тут же. Стоит, говорит, женщина с кульком в руках, что-то такое, что-то у нее. И спрашивает Нату с Верой. Она говорит, проходите, проходите. Вот их дверь, и их туда отвела, ее. Вы знаете, вы слыхали, когда свинью режут, как она визжит? Слыхали? Вот так визжала эта женщина. Вот тогда бабушка поверила. Через некоторое время, говорит, подошли двое военных, один гражданский, мужчины. Зашли первым, их дверь справа первая. Зашли, говорит, к ним, и стоит дорожка, говорит, так, вот такая. И один мужчина, говорит, шел вот так раз и поддел. А там кровяное пятно. Он говорит, это что такое? А полы тогда крашеные же не были. Это даже, я как сейчас помню, еще я терла полы веником, чтобы были белые доски. Вот. Это что такое? А это, говорит, мы красили вещи и испачкали. Хорошо. Так стали смотреть. А это что, говорит, у вас там за кастрюля стоит? Ну, это мы уже готовили, да, осталось, мы поставили. Ну, покажите, что вы кушали. Оттуда вытащили, а там потрохи и голова человеческая.
Это, говорит, что такое? Это, говорит, что такое? И стали проверять. Залезли под кровать, вытащили, это сейчас корыто, ванн нету, а раньше ванны были вот такие, если помните, высокие, один край высокий, другой пониже, ванна, там руки, ноги, тело. Ну, тут их забрали, конечно, это вообще, бабушка говорит, я офигела, и вот я их расспрашивала, все это. Поэтому я в памяти это хорошо стал. Но это я уже после войны все это расспрашивала, конечно, когда уже будучи взрослой. Их забрали. Но мама сказала, здесь я жить не буду. Потом забрала меня, потом Костю и бабушку тоже. И мы все переехали в Парголово. Тамара Федоровна, а вот, допустим, сейчас мы все привыкли, дети родились уже в комфорте, живут в комфорте, еще больше хотят комфорта. Мне хочется узнать психологию человека. Вот внутри блокады, увидев вот все это, стресс детский, да, человек приспосабливается к этому. Да, приспосабливается. И мы считали это прекрасно, когда вот я же говорю, мы, ну, кушать всегда хотелось. Это голод, вы знаете, я поэтому всегда всех этих говорю, ешьте. У меня сын говорит, мама, не заставляй меня. А у меня вот боль, что он не наелся, он не наелся. Вот это вот так осталось оно в памяти. Когда кончилась война, я говорю, мам, вот убей меня, вот помню все, да? А Дня Победы не помню. А уж у меня большая была, 9 лет. Она говорит, откуда ж могла ты помнить, когда вы всей улицы лежали в больнице? Я как говорю. И я сразу вспомнила. И мы как вот пингвины вот так стояли на кровати. Вот это я сразу вспомнила. Вот, поэтому... Вот так встречали 9 мая. Так 9 мая мы встречали. Две судьбы, две разные истории, опаленные одним огнем. Казалось бы, между ними 1000 километров и десятилетия, но их объединяет одно – цена, которую им пришлось заплатить за наше право просто быть. Эти люди – последние живые свидетели эпохи, которая изменила облик планеты. Они – те, кто удерживал мир на краю пропасти, когда он готов был сорваться в небытие. И сегодня, слушая их голоса, мы понимаем, война – это не только тактика и стратегия, это прежде всего испытание на человечность. И они это испытание выдержали. Мы живем в мире, который они отстояли. Для нас те события – сухие строки в учебниках и черно-белая хроника. Но для нашей земли, для Кыргызстана, эта память проросла глубоко в горы. Она в названиях улиц, в именах наших детей, молчании у вечного огня на площади Победы. Каждый год ряды тех, кто может сказать «я помню, как это было», становится все редее. Время неумолимо, она стирает детали. Но оно не должно стереть суть. Наш долг не просто хранить их награды и фотографии. Наш долг передать их внутреннюю силу следующим поколениям, чтобы звук метронома напоминали нам. Мир – это не данность, мир – это дар, за который было отдано все. История мировой войны – это великая трагедия и великий триумф. И пока звучат голоса наших ветеранов, мы помним имена тех, кто не вернулся в родные аилы. Они живы. В этом и заключается и главная победа над временем. Победа, которая принадлежит нам всем.